Гай-Гемора, фольклорный ансамбль, руководитель Светлана Викторовна Колесникова. Шумбрат Адам Вечкивекс Оят. Добрый день, дорогие друзья. 15 апреля 1894 года в селе Лобоски Ичалковского района в Республике Мордовия родился уникальный человек. Филолог, педагог, лингвист, общественный деятель, первый профессор советского периода Республики Мордовия, которому в этом году мы отмечаем 125 лет. Дорогие друзья, слово для приветствия предоставляем председателю исполкома межрегиональной общественной организации Мордовского МОКШа Эльзя народа Александру Степановичу Лузгину. Шумбрат, добрый день, дорогие друзья. Сегодня в библиотеке, на базе библиотеки Пушкинской, нашей главной библиотеки, проводится важное мероприятие. Мероприятие, посвященное легендарной личности, человеку, который внес большой вклад в создание, формирование ирзианского языка, литературного языка, человеку, который много сделал для того, чтобы была создана автономия народа макшан и ирзиан, и человека, который сегодня известен не только у нас, в республике, не только среди научной общественности, но и далеко за пределами Республики Мордовия, в первую очередь, потому что он, еще раз я хочу повторить, много сделал для того, чтобы сформировать ирзианский язык, литературный язык. Для молодежи здесь присутствует, я хочу напомнить, что литературный ирзианский язык был сформирован на базе 5 диалектов или говоров ирзианских. И вот важно было в 20-е годы, в середине 20-х годов, во второй половине 20-х годов найти оптимальный вариант, чтобы использовать традиции уже вот этих диалектов и создать литературный язык. То есть вот это очень важное направление деятельности его как ученого мы сегодня отмечаем. Но я хочу отметить, что вот в 26-27 году Анатолий Павлович принимал активное участие. Он не просто принимал активное участие, но и был одним из инициаторов проведения большой экспедиции языковой Академии наук на базе Кичушева, села Кичушева, Ардатовского района. Вот. Это тоже итоги были опубликованы, и они были учтены вот при создании языка. Но сегодня мы говорим и о том, что он один из символов нашей республики, нашего народа, не только ирзианского, но и макшанского. Почему? Потому что вот уже долгие годы в республике и теперь уже за пределами проводится замечательное вот это мероприятие, День ирзианского языка. Сначала так назывался. Я хочу сказать, что здесь присутствуют люди, которые стояли у истоков создания фонда имени Анатолия Павловича Рябова, и вот Григория Дмитриевича Махалева, Раисе Степановну Кемайкину, Евгений Владимирович, он тоже принимал активное участие в создании фонда. И вот сегодня мы можем смело сказать, что вот этот фонд, он как раз явился тем инициатором проведения дня такого. Мы знаем, дни родственных народов есть, а вот именно день ирзианского, макшанского языка. И сегодня уже проводится, этот праздник проводится по всей России, вот в этом году в 19 регионах, только официально в 19 регионах прошли вот эти мероприятия, связанные с языками ирзианским, макшанским. Конечно, это очень важное направление деятельности. Ну, я еще хочу отметить, что, завершая свое приветствие, хочу отметить, что он, как и общественные деятели,
известен, хорошо известен вот, в то время, понимаете, уже автономия или государственность у большинства народов Поволжья были созданы и у марийцев, и у чувашей, у удмуртов, а у Мордвы еще не было вот, в середине 20-х годов, поэтому он принимал активное участие вместе с мордовской интеллигенцией, которая проживала в разных регионах, в том числе в Москве, для того, чтобы убедить в необходимости создания вот, государственности. Сложность заключалась в том, Мордвы, Мокши и Эрзи, в том заключалась, что проживает наш народ по всей России, так сложилось. И нужно было найти оптимальный вариант, чтобы объединить такой регион, где бы проживало в равной степени и Мокши, и Эрзи. Долго к этому шли, долго поэтому не создавалась автономия, но вот в результате нашли оптимальный вариант, когда вот здесь, на территории сегодняшней Мордовии, вы знаете, эта территория входила в состав 4 губерний: Тамбовская, Симбирская, Нижегородская и Пензенская губернии. Вот на этой территории нашли оптимальный состав, где проживало примерно 50% макшан, 50% эрзян. Поэтому вот это вот важно было событие, в котором также принимал участие Анатолий Павлович Яров. Я хочу от имени региональной общественной организации мордовского народа поздравить вас с проведением вот этого сегодняшнего мероприятия, напомнить, что вот многие вещи, которые были сделаны как профессором Анатолием Павловичем Рябовым и его общественной деятельностью, будут и обсуждаться на конференции осенью перед проведением 7-го съезда мордовского народа. Желаю всем участия вот в этом важном мероприятии и самое главное, чтобы все у всех складывалось так, хотелось бы. Спасибо. Спасибо, Александр Степанович. Село Лобоски поражает своей особенностью. Скудная на предмет плодородия земля отличилась другом. Явила на свет множество знаменитых своих сыновей. От науки, искусства, военного дела, литературы, юстиции. Анатолий Павлович – один из них. Как сказал наш уважаемый гость, именно благодаря ему был образован фонд спасения эрзянского языка, идей родного языка. И значит это, что душа эрзянского народа жива по сей день и здравствует. И чтобы всегда так было, нужно не забывать имена тех героев, что в прямом смысле слова отдали жизнь за культуру родного края. Так давайте вспомним, а те, кто не знал, пусть узнает, о жизни настоящего человека, просветителя и дара земли мордовской Анатолия Павловича Рябова. И сейчас слово предоставляется члену общественной палаты Гусляникову Василию Дмитриевичу. Добрый день, уважаемые друзья. Ну, я здесь присутствую как председатель общественной организации Мордовский республиканский правозащитный центр и буду говорить о правах человека, которые очень тесно связаны с тем именем, о котором мы сегодня здесь рассказываем. Александр Павлович был в 1938 году репрессирован, и на этом его молодая жизнь оборвалась. К сожалению, таких людей в нашей стране очень много, и нам просто необходимо помнить о тех людях, которые внесли и могли внести еще больший вклад в культуру нашей страны, не только России, а конкретно Мордовии, о чем мы сегодня говорим, потому что первый, можно сказать, профессор в нашей республике, Александр Павлович, он большой вклад внес, но об этом будут судить специалисты. Я расскажу о том, что в 1989 году, ровно 30 лет назад, была создана общественная организация «Мемориал», в задачи которой входило именно увековечивание памяти репрессированных.
Эта организация создавалась очень трудно. Я сегодня нашел замечательный документ, поскольку длительное время сотрудничаю с мемориалом и знаком со многими руководителями мемориала, которые были и которые сейчас есть. Вот. В этом году я получил замечательную библиотеку из 50 томов Международного фонда демократии «Россия. 20 век». Полсотни экземпляров написаны вот в этой библиотеке, которые отвечают на многие поставленные 20 веком вопросы в нашей стране. И вот я нашел тот экземпляр, называется «Реабилитация. Как это было. Середина 80-х, 91-е годы. Документы». Одним из документов здесь как раз было постановление Пленума ЦК при формировании общественной организации мемориала. Значит, постановление Политбюро ЦК КПСС об обществе мемориал 26 января 1989 года. Оно небольшое, но я зачитаю несколько абзацев, самых важных. 13 января 1989 года в идеологическом отделе ЦК КПСС состояла встреча с руководством Общественного совета мемориала, на котором присутствовали товарищи Сахаров, Афанасьев, Шатров, Евтушенко, Бакланов, Корякин. В ходе встречи членам Общественного совета разъяснена суть постановления ЦК КПСС о дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-х-40-х и начала 50-х годов. В свою очередь, руководство мемориала сообщило о работе инициативных групп на местах, о твердом желании провести 28 января 1989 года в городе Москве учредительную конференцию общества, в работе которой предполагается участие более 1500 делегатов из 110 городов страны. По заявлению академика Сахарова, конференция состоится в любом случае, даже если ее придется проводить по квартирам. Им была также высказана просьба о направлении приветствия товарища Горбачева Михаила Сергеевича в адрес конференции. 14 января 1989 года состоялось собрание представителей московских групп мемориала, которые, по сути, провели учредительную конференцию и создали московское отделение мемориала. Было избрано 60 делегатов на предстоящую всесоюзную учредительную конференцию. Благодаря предварительной работе с руководством мемориала это собрание, несмотря на участие в нем представителей некоторых экстремистских формирований, в скобочках «Демократический союз», прошло организованно, без каких-либо эксцессов, вел собрание Юрий Николаевич Афанасьев. Это активный депутат СССР того периода, ректор Московского историко-архивного института. И далее тут. Принимая во внимание, что в движении «Мемориал» принимает участие многочисленные группы на местах, а также большое число известных деятелей науки и культуры, полагали быть целесообразным. И далее. Поручить идеологическому отделу КПСС провести определенную работу. И далее интересно пишут. КПСС, как инициатор перестройки, создания правового социалистического государства, выступает за полное восстановление исторической справедливости и реабилитации всех невинно пострадавших от сталинского произвола и репрессий. Эта работа будет доведена до полного ее завершения комиссией Политбюро по реабилитации. Ну и так далее. Ну что интересно, я 9 мая был на Советской площади. Это праздник всего советского народа, День Победы. Он на самом деле не политический праздник, поскольку в нем принимают активное участие и радуются победе все слои нашего государства. Ну что меня поразило? Вот мы сейчас здесь рассказываем о первом красном профессоре, который погиб от незаконных репрессий, а в то же время очень много было портретов Сталина. То есть того человека, который лично подписывал расстрельные списки, я эти документы видел, потому что иногда пытаются свалить на подручных, что там он об этом не знал.
многие расстрельные списки подписывал сам Сталин. И вот эти портреты, мало того, что его несли коммунисты, они пристроили даже на те автомобили, где ехали ветераны. Ну и что интересного посмотреть? Вы посмотрите, за последние 70 лет, которые прошли с момента победы, даже более 70 лет, цифра погибших в Великой Отечественной войне со стороны Советского Союза уточнялась несколько раз и сейчас увеличилась в 3-4 раза. И это не последняя цифра. Но найти реальное количество погибших очень просто. В каждом регионе ведутся книги памяти. И большая слава и благодарность это тем людям, которые работали над этими книгами, которые их издавали, которые ездят в экспедиции, находят безымянные могилы, находят даже героев, которым находят имя. Это очень важно. Но было заявлено неоднократно, в том числе главой республики Волковым, Александром Владимировичем Дмитриевичем Волковым, о том, что около 130 тысяч человек, призванных с территории Мордовии, погибли. Поэтому очень просто. 41 год берем, численность населения, какой процент Мордовии составляла от России, умножаем на 130 тысяч и получаем страшные цифры. То есть под 30 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. Поэтому нам надо сделать так, чтобы более того, если это люди погибли за свободу нашей страны, Советского Союза и России как преемницы, то чтобы не случилось такого, чтобы в нашей стране наши люди уничтожали наших людей, тем более под надуманными предлогами, как было в 1938 году, вот один из представителей тех репрессий, здесь как раз мы об этом и говорим. Значит, буквально несколько слов еще о том, что мемориал ведет активную работу, но давление со стороны властей на него большие, вплоть до анекдотичных. Мемориал существует и российский мемориал, организации общественные, и международные, в которые входят представители более 10 зарубежных стран. Это и Казахстан, Украина, Латвия, Германия, Франция, Бельгия, Чехия и другие. Так вот, недавно Минюст принял решение признать международный мемориал иностранным агентом. Ну и отзывы о работе мемориала вы можете посмотреть в интернете. Там замечательные отзывы от тех, кто вникает в работу мемориала, который устанавливает памятники на местах расстрелов невинно репрессированных, находит имена, воздает им должное, проводит вот такие замечательные встречи, где показывает о том, что это были замечательные люди, патриоты, преданные нашей стране, но незаконно были репрессированы. Ну, в то же время есть и такие отклики, которые, ну, попросту хуже, чем отрицательные, и не назовешь. Например, вот такие я увидел. Предатели своей страны, народа и народной памяти, засирающие впечатлительным гражданам на деньги пиндосов и их шестерок. Продажные псевдопатриоты, ненавидящие Россию. Гадюшник, либеральный демшизы, ну и так далее. Хотя я скажу, что многих руководителей мемориала знаю лично, но и вы сами можете представить. У нас в Москве есть памятник Александру Дмитриевичу Сахарову, который был одним из организаторов этого общества «Мемориал». Поэтому те люди, которые были в руководстве, и Сергей Адамович Ковалев, это первый уполномоченный в нашей Российской Федерации по правам человека, и другие очень уважаемые люди, которые ведут большую работу. Поэтому я хотел бы призвать вас в нашей республике активизировать подобную работу, потому что в нашей республике, ну, можно сказать, еще не початый край работы. Очень много есть людей, которые должны прозвучать вот на таких встречах, на таких собраниях, которые внесли большой вклад в дело культуры, образования нашей республики, но в то же время вот погибли рано от этих репрессий. Поэтому призываю вас активно включаться в такую работу.
Есть такие люди инициативные, поэтому не стесняйтесь, объединяйтесь и продолжайте работу. Спасибо. Спасибо большое. После окончания Лобоскинской начальной школы Анатолий Павлович по настоянию отца поступает в Починковское духовное училище, потому что родители хотели, чтобы сын их был священнослужителем. По окончании училища Анатолий Павлович продолжил обучение в Нижегородской духовной семинарии, но это было не его призвание. И после смерти отца, которая явилась для него огромной болью, Анатолий Павлович поступает в Нежинский педагогический институт. А в 1912 году Рябов зачислен на филологический факультет института на так называемый казенный кошт. Это оказалось большой удачей. Но чтобы не потерять казенное содержание, а без этого Анатолий Павлович не смог продолжать обучение, ему надлежало все 4 года обучения учиться только на хорошо и отлично. И именно в этот период будущий ученый заинтересовался языкознанием. Он изучает латинский, греческий, немецкий, английский, украинский и другие языки. Позднее он стал овладевать прибалтийскими языками. Также финским и китайским. Но овладев таким лингвистическим богатством, Анатолий Павлович всегда благоговел перед русским языком, восхищаясь его мощью и благозвучием. Молодой ученый, что называется, с головой уходит в изучение родного языка, а всю свою недолгую, но такую значимую жизнь он посвятил развитию мордовского языкознания. И сейчас у нас слово предоставляется замечательному гостю. Это главный хранитель музейных предметов Ичалковского краеведческого музея, заслуженный работник культуры Тарасова Марина Николаевна. Когда мне предложили выступить на этом мероприятии, то я предложила вот какую тему. Дело в том, что дело Анатолия Павловича Рябова в Ичалковском районе было продолжено. И продолжено не одним, не двумя людьми, а вообще целой группой языковедов, о которых мало кто знал. На одной из фотографий, которая вам будет предложена, вы увидите Анатолия Павловича Рябова среди работников Мордовского просвещения и участников второго съезда работников просвещения мордовского народа. И среди вот этих вот людей не только Анатолий Павлович Рябов, не только Владимир Павлович Рябов, его брат, не только Софьев Рябова, но и Иван Герасимович Морозов, в ту пору преподаватель Ичалковской школы. И этот вот человек, он, по всей видимости, конечно, встречался, мы об этом не знаем, с Анатолием Павловичем Рябовым. И он стал проводником, первым проводником тех идей, которые волновали и Анатолия Павловича Рябова. Он работал в Ичалковской школе, участник гражданской войны, участник Первой мировой войны. И именно вокруг него собралась какая небольшая группа преподавателей, которые работали именно в стезе преподавания родного языка. Свои плоды это тоже дало. В 1940 году приехал в Ичалковскую школу Илья Петрович Кривошеев. И вот именно этот человек, он стал как бы объединителем, организатором, пропагандистом преподавания родного языка в Ичалковской школе. Он очень много сделал для того, чтобы сформировать у учащихся любовь к крестьянскому языку, чтобы они не только любили, понимали свой родной язык, не стыдились его. Он преподавал с 1940 года по начало 60-х годов в Ичалковской школе. У него было множество учеников. И вот именно эти ученики и сделали затем следующий рывок, поднялись на следующую степень преподавания и просвещения.
в 60-е годы сложилась настолько активная группа преподавателей родного языка, что была выпущена даже книга. Одним из авторов этой книги был ученик Ильи Петровича Кривошеева, Талабаев. И была выпущена книга, посвященная именно преподаванию родного языка в Ичалковской школе. Вот именно эти преподаватели, Прасковья Петровна Морозова, Марья Семеновна Носова, ну и, конечно, Василий Кузьмич Радаев, они стали одними из тех, которые были написаны одни из первых учебников букварей ждянского языка. Я не говорю вот именно про основателей, так сказать, основоположников, просветителей мордовского и ждянского языка, естественно. Вот. А я говорю именно о той группе, которая сложилась где-то в конце 50-х, в начале 60-х годов. Это были преподаватели, обычные учителя Ичалковской школы. Но они стали работать над букварями. Предложено им было это в 60-м году. И этот учебник, букварь, прописи, они переиздавались в течение 20 с лишним лет. Последний раз буквари были переизданы где-то в начале 80-х. И вот эти буквари, они находятся в архиве музея. Вот они перед вами. Вот, например, вот такой вот букварь. Вы видите, что здесь указаны авторы: Прасковья Петровна Морозова, Марья Семеновна Носова и Василий Кузьмич Радаев. Так вот, с двумя из этих авторов мне посчастливилось все-таки встретиться. И я могу вот вам сказать, как они все-таки работали над этим букварем. Дело в том, что в то время было немножечко трудно работать с детьми, понимаете, их надо было как-то заинтересовать. А как их заинтересовать? Конечно, надо было сделать какие-то очень интересные, простые, но увлекательные тексты, подобрать к ним картинки, значит, какие-то события повседневной жизни, очень яркие, они все отображали вот в этих букварях. Полетел Гагарин в космос, здесь это есть. Значит, стал какой-то, например, ну, я не знаю, колхозник, был отмечен какой-то грамотой там или еще. Тоже это все вот здесь, вот понимаете, нашло свое отражение. Более того, когда я стала более тщательно смотреть, вот, например, вот такие вот прописи, так я удивилась. Понимаете, вот в этой прописи, которая была издана также с помощью учителей наших ичалковских, есть ичалковские фамилии. Понимаете? Ребрушкин, Рауткина. То есть они даже на такие детали старались обращать внимание, на которые, может быть, наверное, современные учителя просто-напросто не обратили внимания. То есть все было сделано для того, чтобы привлечь учеников, заинтересовать их, сделать язык родной понятнее, богаче, понимаете, чтобы они его полюбили и не считали каким-то чуждым. Вот в чем дело. Я вам говорила, что этот букварь издавался несколько раз. Да, вот он перед вами букварь, который был издан уже в 70-е годы. Менялись обложки, менялись картинки, но основание, основа этого букваря, она оставалась, естественно, прежней. Ушло это поколение учителей, пришли другие. У нас в районе до сих пор работает на общественном поприще автор вот этого учебника Галина Георгиевна Кимаева, преподаватель Ичалковского педучилища в прошлом, а сейчас очень активная общественница, очень такой человек яркий, самобытный, старается всегда быть в курсе всех общественных дел. Этот учебник был издан уже в 80-е. То есть то поколение преподавателей, оно воспитало в себе смену, понимаете? И смена также очень хорошо отметилась. Это только один учебник, понимаете? Это только один учебник.
также были и методички, и прописи, и буквари, и хрестоматии. В свою бытность Галина Георгиевна Кимаева подготовила другую свою ученицу, Надежду Александровну Буянкову. И вот последний наш учебник, который издан совсем недавно, несколько лет назад, также на основе тех рекомендаций Галины Георгиевны Кимаевой, на основе тех рекомендаций, которые она, возможно, получила от предыдущего поколения, и все вот наработки, они идут не только от 50-х, 60-х, 70-х годов. Вы поймите, что те наработки, которые были еще наработаны в 30-40-е годы, и притворяются и сейчас. Я просто хочу подчеркнуть, что Ичалковский район – это все-таки центр, понимаете, какой-то центр изучения эрзянского языка. И вот те учебники, те книги, которые я с собой привезла, это, мне кажется, очень хорошее этому подтверждение. Ну а закончить мне свое выступление хочется цитаты Ильи Петровича Кривошеева. Можно я? На мою долю выпало великое счастье гражданина – быть очевидцем рождения мордовской письменной поэзии, быть живым свидетелем и выразителем ее начала и дальнейшего пути ее развития, быть участником в этом величайшем явлении в жизни мордовского народа, явлении, которое именуется мордовской художественной литературой. Родной язык, материнский язык. Я чувствую его дыхание, его движение. Я чувствую музыку родного языка над родным словом, как учитель и поэт. И работаю больше 30 лет. Анатолий Павлович создал исследовательские работы по мордовскому языкознанию, учебники и словари, об ударении в Вензя-мордовском языке, очередные задачи языкового строительства Мордовской автономной области, итоги языковой конференции Мордовии 1933-1935 годов, уроки мордовского языка, морфология и синтаксис и многие-многие другие. Дорогие друзья, многие книги представлены сегодня у нас на выставке, вы с ними можете ознакомиться. Все свои теоретические открытия, исследования и изыскания Анатолий Павлович обращал в практику. Делал доклады, сообщения, участвовал в языковых конференциях, съездах и родил душой за развитие и совершенствование мордовского языка. А свою научную работу он соединял с педагогической. После окончания пединститута он начинает работу преподавателем в Омской учительской семинарии, затем в Коммунистическом университете трудящихся Востока в городе Куйбышеве. С 1925 по 1929 год Анатолий Павлович учился в аспирантуре при научно-исследовательском институте народов Советского Востока. Его пригласили работать в Ленинградскую академию наук, но Анатолий Павлович отказался, потому что всю жизнь не хотел жить и работать поближе к дому. С 1933 года он работает заведующим кафедрой языка и литературы в Мордовском государственном педагогическом институте. Люди такого уровня талантливы во многом. Вот и Анатолий Павлович был щедро одарен природой. Он имел прекрасный голос, был замечательным актером, любил и профессионально знал музыку. Любовь к искусству он сохранил на всю жизнь. А сейчас слово предоставляется заслуженному работнику образования нашей республики, руководителю Народного историко-краеведческого музея Кемлянского аграрного колледжа Татьяне Ивановне Зеленеевой. Пожалуйста, Татьяна Ивановна. Дорогие друзья, я очень рада, что сегодня в этом зале, помимо того, тех корифеев, которые помнят 37-38 год, присутствует и молодежь. Сегодня здесь присутствует и дочь Ильи Петровича Кривошеева, Ольга Ильинична, и внучка, которая ведет сегодня
Это тоже основатель мордовской поэзии у нас в республике. Я хочу сказать о 1938 году. Я посмотрела сейчас, и мороз по коже. Мне предоставилась такая возможность работать в архивах ФСБ, когда я писала книгу «Людей неинтересных нет». Я писала книгу о своем педагоге, ученом-агрономе Павле Васильевиче Жилинском. И, как вы понимаете, вот та атмосфера. Представьте себе, у меня отобрали телефон, у меня отобрали все. Вы только посмотрите. И мне дали дело Жилинского. И вот, знаете, до того сфабриковано, это даже человек без исторического образования читал, любой бы мальчишка прочитал, и волосы дыбом вставали. Ему вменяли в вину то, что он дворянин. Да, он рожден в 1877 году. Да, он был из дворянского рода, но он получил агрономическое образование и все время работал на земле. Он встречался с Рябовым Анатолием Павловичем, он встречался со всеми культурными людьми того периода. И когда я стала читать, вы представляете, там написано: он хотел взорвать поезд Пенза-Горький, но не удалось, стрелочник помешал, расстрелять. И он подписывает себе приговор. И подписывает приговор человек, которому 60 лет, а у него рука трясется, а у нас его подпись, да, это его подпись, потому что у меня очень много подлинных документов, которые передала в музей наш, его племянница. Вы представляете, это роспись, ну, старого-престарого старика, а ему всего 60. Он знал, что я буду читать это. Я посидела и плакала. Мне нечем было списать приговор. И я нашла карандаш для глаз и какой-то отрывок бумаги и переписала все дело вот этого человека. Я еще хочу сказать, что у нас был директор нашего колледжа Николай Николаевич, фамилия забыла. Он был директором потом Краснослободска. Ну, бывает такое. Вот. Он тоже был арестован в этот же промежуток времени. 1938 год, с мая по июнь, это варфоломеевские были ночи, когда по 40 человек расстреливали и уничтожали культуру мордовского народа. Были арестованы абы кто. И Клёмин Николай Николаевич, вы простите. И вот он здесь что? Он очень хорошо рисовал. И его приняли в союз художников. И за то, что он был и общался с Эльзе, его за это хотели расстрелять. Чудом он остался жив. Чудом остался жив тогда и ваш дедушка и отец Илья Петрович Кривошеев. Но не дали мне посмотреть вот эти вот документы. Но так хочется, чтобы они заговорили. Заговорили в памяти народа. Правильно сегодня Василий Дмитриевич сказал, что праздник Победы – это да, праздник. Но мы не должны забывать страшные годы, 37-й и 38-й годы, когда, простите меня, люди ночами не спали. Я хочу сказать, что Василий Дмитриевич, правильно я называю, да? Вы говорите, вот вы говорили о мемориале. Я была там, в музее Сахарова. Я выступала с работой о Жилинском. И эту работу, и портрет нашего теперь ученого, агронома, висит в музее Сахарова. То, что я говорю, это и у каждой, если будете изучать свою историю, свою родословную, копнитесь поглубже.
это что-то страшное. Нет сегодня Кручинкина Николая Андреевича, да, очень жалко, что его нет. Мы были в Чуфарове, от монастыря, где расстреливали людей. Там стоят памятники. Я сначала думала, это памятник каких-то застенков, представляете? И сотни крестов, расстрелянных только за то, что он был чуть богаче, чуть умнее, чуть талантливее. И вот поэтому этот год, эти годы не нужно забывать. Пускай память останется навсегда. И есть значок «Помню 37-й год». Всего вам доброго. Спасибо большое. А еще Анатолий Павлович обладал действительно редкими качествами. Это чувство долга, высокая гражданственность и любовь к народу и культуре. Такие слова, к сожалению, звучат обыденно, так говорят о многих, но достойные их в действительности единицы. И вот одним из таких единиц был Анатолий Павлович. Человек, который не знает свою историю и культуру, он не уважаем. Изучение, знание и достойное применение их должно стать потребностью истинного гражданина любой страны. А бережное отношение к сохранению своей культуры позволяет относиться к культуре других стран и народов очень достойно. А это порождает и укрепляет мир. Культура каждого народа и в немалой степени мордовского формирует экологическое мировоззрение, особое мировоззрение, которое позволяет создать особое видение и понимание мира. Все это хорошо видится в народном фольклоре, в сказках, поговорках и, конечно же, языке. Анатолий Павлович Рябов олицетворял собой людей высшего склада и ума, а еще и души. Интересно, что вся семья Анатолия Павловича является уникальной. Родители просто крестьяне. А далее даже не республики, а стране 1,5 десятка педагогов. Причем не рядовых педагогов, а с высшим образованием. Этот факт уникален даже для профессорских семей. Все было хорошо до 1936 года. Но после убийства политического деятеля советского периода Сергея Мироновича Кирова в стране начинается страшное время репрессий. Пришедший к власти нарком внутренних дел Ежов развертывает небывалый и страшнейший террор против своего народа. Появилось выражение «клеймо». Даже не выражение, а клеймо «враг народа». И под этим грифом сгинуло огромное количество людей всех возрастов и профессий, статусов и слоев. Малейшие ошибки, от которых не застрахован ни один человек, расценивались как диверсия и вредительство. Охота на ведьм рухнула на нашу страну и превратилась в азартную кровавую бойню. Под громкими словами «враг страны и народа» сводились личные и мелочные счеты. Эта беда, вопреки здравой логике, не могла не коснуться яркого и талантливого человека, каким был Анатолий Павлович. Он был арестован якобы за шпионаж в пользу Финляндии и за причастность к право-троцкистскому блоку. Это же обвинение получил и брат Анатолия Павловича Владимир, не менее талантливый педагог и литератор. Вот воспоминания Анны Павловны, жены Владимира Рябова.